Всем доброе утро. Я решил записать серию видео для YouTube на русском языке. Сегодня мы едем в очень интересное, классное место. Это город Бугульма. В общем, все увидите. Будет интересное видео. Пора вас, смотрите. Четыре часа в дороге, и мы подъезжаем в Бугульминский район, в село Старое Исаково. Сегодня я вас познакомлю с Эдуардом Ахмедсафиным. В прошлом году он запустил в водоем целых 7 тонн мальков рыбы. Благодаря Минсельхозу получил грант в размере 3,5 миллиона рублей на развитие семейной фермы. На средства гранта он приобрел технику, 5 тонн мальков карпа, тонну мальков веслоноса и толстолобика. Сейчас он подробно все расскажет, покажет и поделится своими дальнейшими планами. Будет интересно. Смотрите, ставьте лайки. Поехали. Откуда привезли? Это с Воронежской области. Мы уже не первый год с ними работаем. Племенной малек. У нас находится в данный момент по 700 килограмм. Ну, плюс-минус там килограммы, вон, видите, какая-то часть, потому что отходит рыбы при повреждении, потому что пока погрузишь не идет. Вот, смотрите. Мы, как говорят, нам помог Минсельхоз все это приобрести. Мы в том году уже отработали сезон, получается, товарную рыбу реализовали на 50 тонн. Вот. В этом году заново у нас работа начинается. Аэратор, этот, который зимой насыщает кислородом воду, потому что у нас остается, мы потихоньку в течение зимы реализуем рыбу. Вот с этой садковой линии здесь аэратор подключается. За счет электроэнергии, конечно, вода у нас практически здесь не мерзнет. А рыба карп начинает питаться при 12. Тихо-тихо. А самый такой у него пик, когда он очень вес набирает, когда вода 24. Как сказать, нашу товарную рыбу полюбили, потому что она у нас сладкая, на пшенице, на жир, подсолнечниками выращиваем. В Инстаграме есть, но мы все равно рыбхозы по всей России общаемся. Тут ценовая категория, но в этом году, говорят, подорожает. Малек уже, посадочный материал подорожал. ГСМ дорожает, пшеница дорогая стала, пшеницу кормить надо. Чтобы карпа поднять до товарного веса, имею в виду до килограмма, на килограмм прироста ему надо скушать 4 килограмма пшеницы. А отлично. Так, в принципе, работаем. Куда деваться? Пойдемте. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Вся рыба завозная, в основном. Вот сюда залез. Вот сидит. Ух ты. Папа, что ли? Папа, да. Как его зовут? Васек. Васек. Это уже у нас этот, как говорится, ну и вроде как мясо себе идет. Ну, чистейший продукт. Что, здесь пшеница, то же самое же все. Я и теленочка беру к осени. К осени, вернее, сейчас весной привезу. Конечно, это же все равно природа. Мясо, да, раз уж я в сельскохозяйственную деятельность вдарился, вот, поэтому уже этот, как его, делаешь прям здесь у нас утки, гуси. Вот ситуация еще такая, да, вот та земля у нас, вот где мы хотим, инкубационный центр или цех, да, вот здесь может быть, я слышал, что на следующий год, в 22-м, планируется агротуризм. Будет, не будет. Может, если будет в Минсельхозе, можно будет пообщаться, узнать про это все. А так у нас места, да, в той стороне лес. Красота. Лес получается, да. Там грибы, ягоды, все дела. Вот этот пруд можем организовать люди. Здесь, вот на этой земле, в данный момент, можно, допустим, построить домики.
даже Кемпинг, которые отдых. будут приезжать там на неделю, на 2 дня, на выходные, да, построить домики, баньку, естественно, поставить, приобрести на летний период там пару квадроциклов, чтобы лес за грибами ездили. Здесь пасека наверху, мед чистейший. Естественно, кухня, чтобы рыбу тоже здесь на удочку поймать должно быть. Возьмем, если уж на то пошло, сделаем вольер отдельный, там страусов запустим для интереса, там можно еще не только страусов, сейчас всякое у нас животное продается для интереса, детскую площадочку такую поиграть на природе. Вот. Так что посмотрим, да, если будет у нас выдаваться гранты или что-то там, или как-то по программе этой, то попробуем тоже участвовать. Я думаю, у вас все получится. Ну, надеюсь. Молодцы, главное, Надеюсь. да, классно, классно. Ну, повторюсь, вот 3 раза уже повторил. Тут прям само место просится, вот, ну, то, что вот что-то тут охота остановиться, посидеть, то есть вот так вот. И горы, и озеро, и рыба, и лес. Красота. Ну да. Вот смотрите, ну красота же, прям Ну потрясающе. да, да. Потрясающе. А сейчас зелено, когда будет, вообще красиво. Мгм. А в конце хочется сказать и пожелать Эдуарду всего самого хорошего. Действительно, когда у человека горят глаза, когда он просто живет своей работой, хочется, чтобы его мечты исполнялись. Надеюсь, это видео видит Минсельхоз, Комитет по туризму. И Эдуарду они помогут. Спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Это поможет развитию моего канала. Спасибо большое. Всем пока-пока. До скорых встреч.